Мировой финансовый кризис негативно отразился на социально-экономическом положении трудящихся. Идет резкое сокращение рабочих мест, отмечаются факты введения режима неполного рабочего времени, задержки выплаты заработной платы, снижение социальных выплат и выплат стимулирующего характера. Низкий уровень заработной платы, отсутствие достаточных рабочих мест, нарушение трудового законодательства – это те аспекты нашей жизни, которые заставляют нас остро реагировать на них. На фоне этого значительно подорожали продовольственные товары, идет рост цен и тарифов на услуги ЖКХ. В стране ведется планомерное наступление не только на социально-трудовые и экономические интересы трудящихся, но и на их конституционные гарантии, среди которых нарушение принципа вознаграждения за труд. Введение одинаковой величины минимального размера оплаты труда в размере 4330 рублей серьезно ущемило трудовые права работников. Введение новых систем оплаты труда в бюджетной сфере не привело к росту заработной платы работников государственных учреждений, а индексация отстает от темпов роста потребительских цен. Декларируя принципы построения социального государства, власти и работодатели на деле последовательно урезают социальные гарантии трудящихся и их семей, снимая с себя ответственность за их обеспечение. Особо хочется отметить попытки Российского союза промышленников, предпринимателей и работодателей, и в частности олигарха Прохорова, который пытается внести изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации. Изменения, которые отбрасывают нас не в 20, а в 19 век, которые ведут к нарушению охраны труда и техники безопасности и не ставят жизнь человека на достойное к этому место. Мы категорически против любых изменений в существующем законодательстве, которые нарушают и уменьшают социальную защиту трудящегося человека. Мы четко стоим на этих позициях и отступать не собираемся.